Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Предисловие. Когда-то. Мое почтение, глубоко уважаемые виртуальные попутчики в исследованиях пространств и времен страны огней. В этом выпуске нам предстоит в очередной раз отправиться в экспедицию на север Азербайджана. Я уже отмечал, что наше возвращение в ту или иную местность неизбежно. Причина очевидна. Азербайджан – это тот уголок планеты Земля, где всякая местность богата многочисленными историко-архитектурными, природными достопримечательностями, кулинарными изысками и сокровищами культурного наследия. И в этом выпуске нам вновь посчастливилось оказаться в Гахском районе Азербайджана. Ну, не будем тратить время зря, устраивайтесь поудобнее перед экранами своих телевизоров и приготовьтесь погрузиться в атмосферную, уже 4-ю по счету, одиссею по Гахскому району Азербайджана. Пролог. Гахский район Азербайджана – это уникальный уголок, в котором гармонично сплелись древняя история, завораживающая природа и кулинарное многообразие. Он относится к тем местам, где время словно способно замедляться, где исторические памятники рассказывают о народах, живших здесь веками. А покрытые густыми лесами горы, кристально чистые реки и живописные водопады создают атмосферу, в которой душе и разуму свойственно находить умиротворение. Но одной из самых ценных черт этого региона является его мультикультурализм. Азербайджан, известный своим стремлением к межнациональной гармонии, заботливо поддерживает разнообразие культур и традиций проживающих на территории страны народов. И если кто-то еще не в курсе, то в Гахском районе наряду с другими национальными меньшинствами живут и грузины-ингилойцы, представляя собой неотъемлемую часть многонациональной мозаики страны. Ингилойцы – это этнические грузины, проживающие в северо-западных районах Азербайджана, главным образом в Балакянском, Закатальском и Гахском районах. Их появление в регионе связано со многими историческими процессами, некогда происходившими на Кавказе. Особый статус грузин-ингилойцев и их идентичность сложились под влиянием многовекового взаимодействия грузинской и азербайджанской культур. По последней официальной информации, на момент проведения съемок в Гахском районе в общей сложности проживает 58 231 человек, а численность грузин составляет здесь 13,7%, то есть почти 8 тысяч человек.
Сегодня нас ждет знакомство с некоторыми представителями этой общины. Их самобытность, язык и обычаи бережно передаются из поколения в поколение благодаря государственному содействию, которое создает условия для мирного сосуществования всех народов, живущих на этой земле. В Гахском районе, конечно же, не только в нем, но сегодня речь об этом уголке «Страна огней», можно наглядно увидеть, как государство заботится о каждом гражданине, независимо от его происхождения, национальности или вероисповедания, создавая тем самым благоприятные условия для равенства и взаимопонимания. Что ж, приступим к знакомству. Сейчас. Середина октября 2024 года. Глава 1. Звуки наследия. Итак, для того, чтобы засвидетельствовать первый наглядный пример успешной реализации политики по сохранению и развитию мультикультурализма и толерантности в стране, мы отправились в село Гах-Ингилой Гахского района Азербайджана. Там действует сельский дом культуры. Его история начинается в 1965 году. С тех пор прошло немало лет. Времени, как известно, свойственно накладывать свои неизгладимые отпечатки на все. Соответственно, это здание в итоге пришло в обветшалое состояние. В марте 2020 года было принято решение о полном сносе непригодного для эксплуатации строения и возведении на его месте нового. Данный проект был осуществлен фондом Гейдара Алиева. Новый дом культуры оснащен всем необходимым для эффективной организации досуга, культурного отдыха молодежи, сельчан, а также для осуществления различных проектов в области образования и культуры. Да, очевидно, что с обретением второй жизни этот очаг культуры стал вносить значимый вклад в жизнь села и района в целом. В ходе визита сюда нашей съемочной группы мы смогли познакомиться с исполнителем на различных грузинских и азербайджанских национальных инструментах, преподавателем музыки Георгием Эпиташвили. Я родился и вырос в Гахском районе Азербайджана, в селе Гах-Ингилой. Сейчас преподаю музыку в нашем сельском доме культуры. К нам приходит заниматься очень много детей. Все они очень способные, талантливые, заинтересованные и демонстрируют усидчивость. Это очень радует. Исполнительная власть и азербайджанские жители Гахского района Азербайджана часто приглашают нас выступать на различных праздничных мероприятиях. Мы же, в свою очередь, также приглашаем азербайджанских исполнителей на все свои национальные праздники, которые здесь проводим. Мы в мире, согласии и добрососедстве проживаем с азербайджанцами и со всеми другими нацменьшинствами в стране. Мы всегда и в горе, и в радости рядом, и помогаем друг другу в любой сложной ситуации.
Я горжусь тем, что живу в Азербайджане и являюсь гражданином этой страны. Глава 2. Гармония движений. В Доме культуры нам посчастливилось понаблюдать и за красочной репетицией одного из местных грузинских танцевальных коллективов, который называется «Имедия». Он был создан в 1991 году. Фольклорная группа под руководством хореографа Нателлы Асламазашвили объединила тогда детей в возрасте от 8 до 14 лет. Основным направлением танцевального ансамбля «Имеди» являются грузинские танцы. Каждое движение участника коллектива, всякое наставление руководителя, хореографа передает любовь и уважение к культуре предков. С момента создания «Имеди» активно участвовал во множестве фестивалей народного танца, которые проводились как в Азербайджане, так и в Грузии. За свой многолетний творческий путь, высокое мастерство и креативный подход ансамбль был неоднократно отмечен различными дипломами и грамотами. Сегодня коллектив «Имеди» продолжает свою деятельность и, по информации на момент проведения съемок, насчитывает 40 талантливых учеников. Ансамбль по приглашению исполнительной власти Гахского района регулярно участвует во всевозможных концертах и мероприятиях. Очевидно, что всяческая поддержка и доброе отношение руководства Гаха не могут не вдохновлять опытных участников коллектива и молодое поколение «Имеди» на новые достижения и творческие свершения. Я занимаюсь этими танцами уже почти год, и этот танец мне помогает выражать свои чувства. У нас многие танцы есть: абхазури, аджарулим, филори. Я не знаю, я все люблю. Мы в Азербайджане изучаем грузинские танцы и не забываем свою родину. Это очень хорошее село, в котором я живу, и мне очень нравится тут жить. Но иногда бывают такие моменты, когда я скучаю по Грузии, но мне тут очень хорошо. Я очень хочу, чтобы я выступила в концерте, и мне очень хорошо здесь. У меня очень много друзей разных национальностей. И мы живем все дружно. Я люблю танцы просто, но грузинские это блюдо мне особенное, потому что я чувствую, что я с гравитацией там мою, там все такое. Когда мы
я всегда сделаю так, чтобы удар был самый сильный, потому что мне очень нравится, и мне этот мотив дает, чтобы танцевать. Друзья, ну вы только посмотрите, как же невероятно это все выглядит. Это потрясающе, замечательный танц. И какие наряды красивые. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. Ребята, ну это потрясающе, это настолько зажигательно, настолько энергично, столько энергии у вас, потрясающе. Я бы с удовольствием хотел бы освоить какой-нибудь, ну, скажем так, самый простой элемент. Можно это сделать? Покажите мне, продемонстрируйте. Ну как, у меня получается? Да. Замечательно, друзья. Но несмотря на то, что данный элемент выглядит довольно-таки просто, по факту это действительно очень сложно и требует годы практики, годы. Это действительно большое время занимает, чтобы научиться исполнять бесподобные танцевальные трюки. Ну что, а можно мне примерить ваш головной убор? Да. И я с удовольствием сейчас исполню освоенный мной танцевальный элемент вместе с вами, со всеми вместе. Давайте. Да, забота государства о сохранении обычаев и традиций национальных меньшинств, в том числе национальных танцев, имеет глубокое значение для страны. Это бесспорно укрепляет национальное единство и поддерживает культурное многообразие, которое является важной частью жизни Азербайджана. Сохранение этнических традиций позволяет каждой общине сохранять свою уникальность, в то время как весь народ остается сплоченным, единым организмом. Все это определенно не только способствует гармоничному сосуществованию, но и создает условия для культурного развития, делая страну богаче и духовно разнообразнее. Ეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აზერბაიჯანში. Азербайджана хош келмишсиз. Добро пожаловать в Азербайджан. Глава 3. Учение «Свет». Итак, для того, чтобы подглядеть немного за тем, как проходит обучение детишек местных грузин в полной средней школе имени Шота Руставели и в целом любознательность пытливых странников привела нас в село Али-Бейли Гахского района Азербайджана. Примечательно, что проживающие здесь грузины-ингилойцы называют его на свой лад – Али-Бегло. Наша школа находится в селе Али-Бегло. Это место в Азербайджане, в Гахском районе. Здесь особенно компактно живут
где-то 5-6 грузинских сел. Мы здесь грузины, одни только грузины. И наша школа в нынешнем этапе и всегда было так, учиться на грузинском языке. Новое здание школы было сдано в эксплуатацию в 2019 году. В торжественной церемонии открытия принимали участие заместитель министра образования Азербайджанской республики, посол Грузии в Азербайджане, сотрудники посольства, руководство района и жители села. Нам представится такая возможность получить такую прекрасную школу. Это нам дал подарок наш президент Ильхам Алиев. Он всегда нам дает возможность получить все. Новое здание школы в селе Али-Бейли было построено по распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым в октябре 2018 года. Учебное заведение рассчитано на 216 ученических мест. В школе преподают более 30 учителей, почти все они местные. Образование в Азербайджане на высоком уровне. Раньше нам Грузия прислала книги на грузинском языке. В нынешнем этапе уже в Азербайджане, именно в городе Баку, печатаются книги на грузинском языке. И в этом проблемы уже нету. Мы получаем книги вовремя и даем хорошее образование для молодежи. Как рассказали нашей съемочной группе, большое количество выпускников ежегодно поступает в высшие учебные заведения Грузии. А как мы сами убедились, школа отвечает всем современным стандартам. В новом здании наряду с классными комнатами есть и предметные кабинеты лаборатории, технологические кабинеты, компьютерный зал, столовая, актовый зал, спортивный, а также подсобные помещения. Однако, пожалуй, самым важным, что дают детям в этой школе, помимо знаний, можно назвать любовь. Любовь к своей этнической родине, к Грузии и к Азербайджану, стране, которая раскрыла свои объятия для их предков. И любовь эту ингелойцы выражают не пустыми заявлениями, а поступками. В Карабахской войне 44 дня наши сельчане, выпускники нашей школы, участвовали в этой войне. Двое – это Тукешвили Дмитрий и Асломашвили Ираклий. Отважно боролись они и вернулись домой живым и невредным. Мы, грузины, здесь живем веком веков. Мы всегда здесь живем дружно, очень дружно живем. У нас много друзей, придут гости, мы едем в гости, в свадьбах участвуем. В Азербайджане живут много национальностей. Мы все, со всеми дружимся. Мы всегда вместе. Небольшая статистическая справка. В общей сложности в Гахском районе Азербайджана на грузинском языке функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений, то есть это детские ясли и детские сады, и 6 средних общеобразовательных школ. Кроме того, в школе-лицее номер 2 Гахского района имеется грузинский сектор обучения. Друзья, ну это потрясающе. Находясь в Гахском районе Азербайджана, в селе Али-Бейли, мы смогли посетить такую замечательную школу, где обучение проходит на грузинском языке. Но здесь изучают, вы только представьте, грузинский, английский, азербайджанский, русский языки. Ну и, соответственно, оказавшись в таком замечательном классе, я не упущу возможность и постараюсь все-таки пристраститься к правописанию грузинского языка. Можно мне это попробовать? С удовольствием. Амбани алфавит – это первая буква А. Пишется как так. Ну, давайте я попробую. Да. Очень хорошо. Да. Это больше прекрасно, чем я. Чем у вас получилось? Да, ну замечательно, здорово. А буква Б, например, вторая буква алфавита. Буква Б. Вот так. Это. Ой, ну для меня это, скорее всего, будет очень сложно. Но я все-таки, друзья, постараюсь это сделать
выполнить поставленную задачу. Посмотрим, как у меня это получится. Да. Ага, хорошо. Все прекрасно. Правильно получилось? Давай напишем слово. Такая, это... Давайте напишем на доске название нашей передачи. Наша передача называется «Это Азербайджан». Эс Азербайджания. Давайте. Эс, это. Да. Хо, я немножко по-грузински знаю. Азербайджания. Замечательно. Да. Это... Выглядит потрясающе, как и вся наша страна. Это правда. Очень прекрасная страна. Мы живем очень дружно с азербайджанцами. Мы хотим там гости, они тоже придут. Такое хорошее отношение. Да, Азербайджан мультикультурная страна, и в Азербайджане проживает очень много национальных меньшинств, и мы все живем в дружбе и согласии. Да. Ну, а дальше ваш покорный слуга попытался разучить несколько фраз на грузинском языке. Однако эти попытки оказались уже не столь успешными. Так что, думаю, лучше я оставлю эту часть повествования недосказанной. Спасибо вам большое за гостеприимство и за возможность прикоснуться к грузинскому языку. Спасибо. Удачи всем. Эпилог. Итак, друзья, вот и пришло время вновь ненадолго попрощаться. Но перед этим традиционно хотелось бы резюмировать сегодняшнюю нашу с вами исследовательскую встречу. Данный путевой очерк, как мне кажется, погрузил нас в удивительное путешествие, которое в очередной раз приоткрыло перед нами богатую палитру культурного наследия славной страны огней. В этом выпуске наследие грузин, живущих в Азербайджане, а именно в Гахском районе. Мы смогли окунуться в жизнь Дома культуры, где звучат древние грузинские мелодии, а юные танцоры, молодые таланты, совершенствуют свои навыки и постигают искусство национальных танцев, сохраняя тем самым традиции предков. Усердные, регулярные занятия традиционной музыкой, уроки исполнения на национальных музыкальных инструментах и освоение различных элементов национальных танцев показывают, насколько важна забота о сохранении культурного наследия в целом. Мы также посетили грузинскую школу, которую, по праву, можно назвать одним из символов межкультурного диалога и поддерживаемого на государственном уровне качественного образования для всех без исключения граждан страны. Здесь формируются не только знания, но и глубокое уважение к родному языку и традициям, что способствует укреплению национального самосознания. Сегодняшняя серия наглядно показала, как Азербайджан не просто содействует сохранению, но и активно развивает культурное многообразие, укрепляя взаимоуважение и дружбу между народами. Ответственность государства перед своими гражданами всех национальностей проявляется в заботе о культурных институтах и в обеспечении равных условий для всех этнических групп. Эти примеры иллюстрируют, как Азербайджан бережно хранит культурное разнообразие, обеспечивает равенство всех народов, стимулируя межнациональные связи и демонстрируя свою приверженность мультикультурализму. Сотрудничество между разными этносами – это не просто политика, это важный элемент, важная составляющая жизни страны, где уважение к традициям каждого, вне зависимости от национальности и вероисповедания, становится мостом
к общему благополучию, мостом, фундаментом для которого служит объединение многочисленных этнических групп на основе дружбы, уважения и взаимного обогащения. А в следующей серии мы с вами продолжим нашу осеннюю Одиссею 2024 года по Гахскому району Азербайджана, исследуя другие примеры того, как эти принципы воплощаются в жизнь, внося неоценимый вклад в культурное многообразие нашей страны. Многообразие, являющееся залогом гармонии в Азербайджане. Так что не пропустите. Будет, как всегда, интересно, а главное, честно. Ну а пока всего вам самого доброго, друзья, и до новых занимательных встреч. Продолжение следует. Наши долгожданные тигры прилетели, сделали колоссальный перелет. Не каждый человек столько выдержит. Но когда их перегружали здесь, они сделали такое рыканье. Это был такой акцент казахский, там был бодрый. И поэтому мы сделали вывод, что они себя чувствуют неплохо. Сейчас они благополучно переселены в другой вертолет. Ми-8 авиаспаса. Надежный вертолет, кстати, да. И закончит маленький отрезок до своего места обитания. Им лететь всего 3 часа. Народ волнуется, все работники аэропорта скопились, делают, фотографируются, плюются все, чтобы не сглазить. Я думаю, что это исторический час, и они дадут потомство новым нашим тиграм, которые дадут еще потомство свое. Поэтому мы им пожелаем хорошего полета, и думаю, что вы скоро увидите воочию их, а где это будет, там мы потом скажем попозже. Хорошего полета, будьте с нами. Это человек, который привез тигров. Это его тигры. Большое спасибо, огромное вам. Это его тигры. Да. От всего. Very welcome. Да, Казахстанского. Very happy. You're your tiger back. Да, я Елизавета, я заместитель Григория. Hey, hello. Robert. Good to meet you. Вы знакомы? Вы подписывали? Да. Подписывали. Мы очень рады видеть вас. I'm very happy to see you. Very happy to see you. Thank you. We're very happy to be here. Он очень рад. Он тоже очень рад. Здесь сейчас приехало 2 тигра, которые нам подарили голландский зоопарк. Это зоопарк Хонендейл, и в центре находится Центр спасения крупных кошачьих Святого Льва. Это уникальное место, единственное, наверное, в мире, потому что тигры на этой территории не просто живут в вольерах, а каждый день на огромном таком пространстве размером приблизительно с футбольное поле закрытом они тренируются охотиться. То есть тигры, которые к нам приехали, они не просто зоопарковские усталые, которые ходят по кругу, а каждый день они проходили опыт охоты. И вот этих тигрят мы будем также учить в разных вольерах с выпуском кроликов, с выпуском кабанов, с выпуском фазанов. И когда они будут к этому готовы, около 1,5-2 лет мы будем готовы их выпустить в дикую природу. Ну, естественно, со спутниковыми ошейниками и под полным контролем.
Здесь вы видите все организации, благодаря которым это все произошло. Естественно, в первую очередь, это Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Комитет лесного хозяйства и животного мира, резерват Или-Балхаш, Всемирный фонд дикой природы и ПРООН Казахстана. Сегодня вот здесь уже начинаешь осознавать, что проделана большая работа. И вот смотря, как мы выпускаем и видя тигра, честно говоря, даже своим глазам не верится, что это случилось. Проделана очень большая работа, чтобы сегодня вот как бы увидеть результат этой работы. И хочу поблагодарить наших голландских партнеров, поблагодарить Всемирный фонд по охране дикой природы за ту большую системную, такую кропотливую работу, которую провели вы вместе с нашими учеными, с учеными Российской Федерации. Я вижу, что сегодня все люди просто на самом деле пережили волнительные минуты, вот, увидев тигра на казахстанской земле. И я вижу, что проект, он имеет право на жизнь, и мы ее продолжим, да, вместе с вами. Вам огромное спасибо. To see the tigers return to Kazakhstan. Это невероятно исторический и очень гордостный момент увидеть, как тигры вернулись в Казахстан. With great thanks to His Excellency for all of his support and leadership to make this happen. Очень много благодарности господину министру за лидерство и за то, что он позволил этому всему случиться. There's been many years of hard work to reach this moment. Очень много лет очень упорной работы и усилий, чтобы мы пришли к этому моменту. From colleagues all over the world at WWF and other organizations. Да, от всех коллег из WWF и из разных других организаций. And I also want to thank the people of Kazakhstan, the Balkhash region and the people of Karoy for all of their support for this program. Он хочет очень поблагодарить людей, каройцев, казахстанцев и местных сотрудников за вот этот момент. And we're very excited to see the first two tigers here today. And as WWF, we will continue to support this program to see the tigers return to the wild. И как представитель WWF говорит, что будут поддерживать и продолжать поддерживать, пока тигры не будут, наконец, возвращены полностью в природу. Вот там вдоль забора, там специальная щель, в которую можно смотреть, как он выйдет. Можете здесь посмотреть, сюда пройдите, пожалуйста.